Привет, меня зовут Олег Леонтьев, и я хочу рассказать вам о том, как распознать лжеца по речи. Ложь – это всегда взаимодействие двух людей, и разговаривая с вашим оппонентом, попытайтесь понять, есть ли в его словах какой-то умысел, чтобы вас обмануть. Без умысла лжи не бывает просто. Следите за его тембром голосом. Ложь – это всегда стресс, и поэтому ваш собеседник явно будет нервничать, когда вам лжет. Если вы задали стрессовый вопрос, а он спрашивает вам, а зачем тебе это надо, ну что тебе это даст, возможно, он что-то скрывает, скорее всего, он лжет. Если вы также задаете вопрос, он вам отвечает вообще не по теме, то также, возможно, что-то он скрывает. Если вы также задаете вопрос, и он просто прекращает разговор, то, возможно, есть что-то скрывать у него действительно, и он вам лжет. Если говорит резкими словами, высоким тоном, то, скорее всего, он волнуется, и поэтому, возможно, также он говорит неправду. Если вы слышите длинный рассказ с последовательными действиями, и вы сомневаетесь в его правдивости, то попросите его рассказать этот рассказ наоборот. Лжец обычно не может это сделать. Также лгун может сделать оговорку по Фрейду, поэтому всегда следите за его словами. Если в разговоре он начал делать большое количество пауз, задумываться, появились лишние слоги, то он, скорее всего, испытывает стресс, а значит говорит неправду. Также неосторожные высказывания могут выдать лжеца. Ну и последнее, они всегда используют такие обобщенные фразы, как «все», «всегда», «некоторые», поэтому уточняйте, что именно они имеют в виду под этими словами. С вами был Олег Леонтьев. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. А в следующем видео я расскажу вам, как распознать лжеца по жестам. Не обманывайте друг друга, друзья. Всего вам доброго.